кто такой будешь? Фамилия? Ты кто есть такой, Барбосин? Полкан? Тузик? Или ты Найда? Нет. Барбас. Ты кто такой, а? Кабаняра. Ты кто такой есть, Кабанчик. Много нельзя. Братцы, всем привет. Ну что, перезимовали? Позади, ребят, вот эти хмурые денечки, вот эти короткий день световой, с 9 до 2 там максимум. Черно-белое кино, потому что солнца практически нету. На дворе, ребят, 20 февраля. Погода шепчет, ребят. Денечек удлинился уже до 5 вечера, с 7 утра. Местами, ребят, уже выходит солнышко, и даже птицы, ребят, уже поют немножко по-весеннему. Фух, ребят, сборы, деревня. Приехал в деревню, в 12 у меня выезд. Едем в очередную экспедицию, порядком 300 плюс километров от дома. Еду к Василичу. Кто давно на канале знает Серегу, а кто недавно подписался, в общем, познакомлю, ребят. Но в целом настроение боевое, потому что едем на рыбалку, едем на Таежное озеро, едем за щукой. Возможно, даже за трофеем, потому что на этом данном озере есть крупная щука, но только ее остается найти. У меня, ребят, в 12 заказан автобус, так скажем. У нас тут местные ходят, как типа такси. В общем, и я, ребят, немножко собираюсь. Вот. Собираю вещи по 2 гаражам, потому что еду на машинах, на автобусах, и надо взять все необходимое и, опять же, не набрать лишнего. Стал уважать гермаки, ребят, гермосумки, гермомешки. И вот в эту экспедицию беру 120 литров гермак. Постараюсь все уложить, все укомплектовать в один гермачок, и чтобы не таскаться с этими сумками. В общем, в один гермак все положим и попрем. Так, ребят, ну я, в принципе, уже готов. Сейчас положу все вещи. С дома укомплектуемся, забираем живца и, в общем, выдвигаемся, ребят. Фух, настроение хорошее, не знаю даже, что сказать, ребят, потому что до этого рыбалок толком не было. Приболел, и морозы стояли очень сильные. С техникой, ребят, там небольшие поломочки были. Ну и вот, в общем, знаете, такой первый выезд, такой прям мощный, прям настоящий. Блин, круто. Я прям уже весь в предвкушении, хотя сутки, грубо говоря, у нас займет только дорога. Сегодня я ночую у Сереги, ночью мы выезжаем, нас встречают, забрасывают на снегоходе до избы, и только тогда мы уже можем насладиться всеми прелестями рыбалки. Давайте, ребят, начнем. Кто со мной, приятного просмотра. Садимся поудобнее, как обычно, чаечек, кофеечек, можно что покрепче. Ну и погнали.
Все, ребятки, я в Сыктывкаре. Жду Васильевича. Сейчас забирают меня. Еще надо тут суету навести. Может, заметили, что я, ребят, без бура. Я хочу приобрести шнек 130-й. Потому что у меня 150-й есть, но помимо щуки мы и окуня будем рыбачить. 150-м особо не набуришься, потому что лед уже так к весне, сыроватый. В общем, поедем в рыболов сервис, магазинчик, ребят. Приобретем шнек. Ну, в общем, посмотрим, может, кое-что там. Друг попросил термос еще приобрести в деревню. Надо привезти будет. В общем, такие дела. Где-то дружище мой едет. Будем ждать. Все, ребятки, Васильевич забрал. Васильевич, Всем привет. как настроение? Боевое. Вообще. Настрой конкретный в этот раз. Да, вообще прям, я сам прям, знаете, ребят, вот так бывает, так как-то уныло, а вот прям уже что-то и по-весеннему, да, такая погода, и да. удлинилось все вот это. Вообще супер. Ну что, продвигаемся, час пик, как обычно. Кто в городе живет, тут понимает. Прожигают часы просто в пробках, труба. В общем, едем в магазинчик, ребят. Немножко затаримся. Час пик, да. Крузачок. Рыбаки? Да. Все рыбаки только заезжают, уезжают. Да. Живца привезли, вот и это. Так что впереди праздники? Один, второй. Да, и праздники уже. 3-4 дня у некоторых там попадает. Все, ребятки, подъехали. День добрый. Добрый день. Приветствую вас. Че? Что интересует шнек? Да, Серега, наверное, накидал уже, да? Информацию. Да, В 130. принципе, говорили, 130-й. Смотрите, есть несколько вариантов. Все это у нас фирмы Тонар. Получается модель Электрошторм, модель Мотошторм и Айсберг. Ага. Отличие ключевое в том, что Мотошторм у нас идет, получается, с коротким шнеком. Электрошторм. Мотошторм идет у нас плюс 1,5 витка, Ага. он более усиленный. То есть, в принципе, под наши условия, под толстый лед, особенно да, под да, весну, как бы он будет более подходящим, потому что бурим глубоко, соответственно, снег будет выкидывать как бы наверх и меньше усилий будет прилагать. И айсберг, он отличается тем, что у него идет композитная голова сменная, то есть в случае чего где-то повернуло, сломало, можно поменять. Но по ценнику как бы он уже намного дороже, поэтому именно я рекомендую взять Мотошторм. Есть сразу у нас комплект с адаптером под шуруповерт, с молоточком для отбивания льда с шнека. Как бы, ну, конкретно цена-качество. Все, я понял. Ну да, дешево, сердито. Да, как бы. можно снять спокойно адаптер, как бы под мотор бур подойдет, да, если нужно поставили, под шуруповерт. Здесь подшипник на скольжение. Он у нас отличается от подшипника скольжения тем, что он более долговечный, более устойчив к влаге и к внешним параметрам, то есть прослужит намного дольше. Ну, в целом комплект будет служить верой правдой, то есть шнек здесь цельнотянутый, ножи классические, по 2 отверстия, то есть нет проблем, Ну да, да, любой да. фирмы подойдет спокойно. Золотая Единственное, серединка, право да. вращения, Ну, и да. самое интересное, что подзаточить можно самому. Подзаточить, да, то есть есть полукруглые, можно спокойно прямые поставить, либо ступенька, то есть какие угодно. Я понял. На него останавливаемся. 130, да? Кран? 130-й, да, все, сейчас вынесу. Все, я понял, да, отлично. Уже ножи, наверное, еще надо, да? Ножи, да, и на тормоза себе посмотреть. Сейчас посмотрим. Ну все, Огонь. огонь. Огонь, ребята, огонь. Вот, собственно, сам 130-й. Чехольчик идет. Там идут уже, да? уже? Да, ножи установлены с завода. В комплекте, да, В уже? комплекте они идут. Сейчас посмотрим. Срезать. Здесь ножи у нас идут ступенькой. Ага, Можно поставить обычные прямые, можно поставить полукруглые. То есть уже на ваш вкус. Соответственно, молоточек, сам адаптер. Гарантия на шнек у нас идет 1 год. Ну, будем надеяться, что ничего не случится. Это мы сейчас запомним. Ножи Я думаю, на полукруглый. Полукруглый, да. полукруглые по сырому льду, да? Да, да, да. Один комплект. Да, один комплект. Сразу поменяем. Ну, слушай, от айсберга сюда не подойдет. Нет, от айсберга сюда не подходит. Здесь там по 3 отверстия идет, здесь по 2 отверстия.
Ну все, ребятки, все, машина заправлена, продукты взяли, живец есть. Тут еще у Сереги батя привез, красавчик, молодец. Серега попросил, батя сегодня тоже ездил на рыбалку. В общем, карась, плотва, все четко. Созвонились с человеком, который нас будет встречать. Все вроде нормально, хотя бы буранки, говорит, перемело, но мелочи жизни, должно все получиться. 5 часов, ребята. У Сереги тоже здесь так спокойно, более-менее. Серега за городом живет, тоже так, красота, в общем. Все. Сегодня, кстати, стрим. Всем спасибо сразу, говорю, кто был на стриме. Спасибо, ребята. Как бы в большей степени все делается для вас. Остались уже так на творческом подходе, так скажем, в большей степени. Вот, друзья, ну все, давайте до завтра. Мы сейчас поужинаем, выйдем в стрим, ну и, в общем, пораньше ляжем спать, потому что в 2 подъем, в 3 уже будем выезжать. Погода шикарная, немножко, конечно, задувает, но в целом погода прям огонь. Потому что неделю назад были за 30-ку, а вот сегодня 4 градуса, я прям кипайкой, видали, уже переобулся сразу же, потому что класс. Все, друзья, давайте, до завтра. Для вас одно мгновение, для нас ночка, в общем, увидимся. Поставь будильник на 2 часа ночи. Принято. Поставила будильник на 2 часа ночи. Молодец, коза. Молодец, коза. И вам спасибо. Вы очень хороший человек. Ребятки, доброе утро. Я прям даже не знаю, вроде легли спать, короче, и слышу, будильник звонит сразу на 2 часа. Очуметь. Все, загрузились. Все хорошо. Не знаю, все вот переживаем за жильцов. Ну, короче, под пару-банки, под кислород 2. Надеюсь, все нормально, не разболтает. Ну, в принципе, все. Уезжаем, ребят.
идет. Это, пишню давай. Не влезет, наверное. Серега! Пишню, наверное, надо. Что, крупная, думаешь? Вроде не крупная. Ух ты, блядь. Как это? Кем сказал, закрывай. Ладно, закроем хоть. Блядь. Блядь. Рисуй какой-то нахуй. Хорошая. Да. Блядь. Сука, не хочет. Давай печем, идем. Смотри, что-то. Что, уже все, лунки, да, здесь? А, все. Ну, трешка. Да. Трешечка есть. А? Пойдет. Это трешка, да. Херня, трешечка, ну. Ага. Пойдет. Ну что, друзья, все, добрались мы до заветного местечка, так скажем. Кто давно на канале, скорее всего, узнали эту избу, это озеро. 3 года, ребят, назад я здесь был, 2 дня здесь ночевали. И вот, все-таки вернулся. Хорошее озерко. Есть щука, есть трофейная щука. Вот у Николая, вот у хозяина этих угодий, так скажем, вот пяток брошено вчера. Тут дорога такая проходит, потому что там еще есть избы. И вот трешечка залетела, получается. Все, мы уже растопили печку. Занесли кое-какие вещи. Ну, тут дровишки стандартно. Все, пожалуйста. Избенка такая старая, рыбацкая. Ну, хорошая. Большое окно стоит. И прям можно в окно смотреть жерлицы, ребята. Все, мы уже тут приготовили, занесли вещи. Майночка под водичку. О, Василич. Там у нас санузел, баня вроде как, но скорее всего не рабочая. В общем, мы располагаемся. Сейчас перекусим, попьем чаю и вперед. Начнем выставляться. Понимание какое есть, потому что я 3 года назад там выставлялся. Мне там не понравилось. На второй день я перешел там, и у меня был даже там трофей. Ну, не как трофей, трешечку мы там тоже взяли. Ну, как-то так. Ну, Николай говорит, щука поклевывает. Как бы ребята приезжают, периодически разные люди ставят. И вообще, буквально недели 2 назад здесь отрофеились хорошо прям. 6 были, 5 были. Не знаю, как у нас еще получится, но, в общем, попробуем. А так красиво, ребят. Бор сосновый. Великолепно. Дорога такая трудная была. Во-первых, буря снежная, вьюга. Трасса такая заметенная. Фура проедет, прям такое облако прям. Ну и на снегоходе тоже Николай прокатил. Я в санях, меня немножко там закидало, потому что вот пухлый свежий снег выпал ночью. Ну и он до сих пор идет. Как бы и так кружит. Ну, вроде здесь тихо, ребят. Я переживал, что если будет с той стороны ветер, то просто будет хана. Нет, вроде как нормально. А так вот, в таком домике сегодня будем жить, ночевать, отдыхать, рыбачить. О, кстати, вспомнил. Вот эту, Василий, ручку я забивал, слышишь? Да, помню. Вот эту ручку мы делали, потому что что-то нам не понравилось. А так вот, ребят, что, потихоньку располагаемся. Ну, тут ничего не изменилось, в принципе, как все было. Стол, нары. О, водичку уже поставили. Все хорошо.
Вот сейчас потихоньку разложимся, потому что, ну, не рвем когти сразу на лед бежать. Сейчас лучше все тут разложим, чтобы у нас все было готово к вечеру прийти, просто заниматься ужином, отдыхать. Как бы, потому что наверное, сегодня целый день будем рыбачить. Вот такие дела, ребятки. Красота. Так. Пожарицы. Тут у меня, в принципе, больше ничего не надо. Ничего не надо. Есть. Так, это надо убрать, наверное, кажется. Так, сейчас затарим печку и на шайку оставим. Пускай здесь тепло будет. Хорошо. Так, друзья, в прошлый раз вот там, в принципе, я нашел метров 200 отсюда, наверное, жерлицы ставила примерно отсюда и вот так рядом. И метров 200 последние жерлицы, вот край, они работали. Ну, по лету Серега вот мне объясняет, он здесь летом был, и мне летом здесь не было. Вот этот весь берег, сплошные коряги. У меня были моменты, что были вымотки, но как раз вот именно заводила. Надо немножко в сторону получается. Да, она в корчах, возможно, щука и стоит, выходит, хватает и затягивает обратно. Как-то так. Серега тоже все готов. Позавтракали. 8 утра. Начинаем. Фу-ху. Трешечка, наверное, ребята. Да, ничего так. Аж флажок выбило. А села-то, ребята, на ус, за ус только. Села только на ус. Зацепилась. Есть щука, ребят. Голос аж пропал. Есть щучка, да? Значит, просто как-то выходит она по времени, что ли. Ну, значит, не зря. Трешечка, ребята. Все, отлично. Трешечка, ребятки. Сразу чувствовалась хорошая щука. Странно. Андрюха прошел, не видел, что ли, что здесь аж все вымыло. Огонь. И получается, ребята, самая последняя от избы. Вот предпоследняя. И вот уже Андрюха там рыбачит. Это, блин, это о чем-то говорит. Мне тоже Николай говорит, прямо возле избы ставь. Но это по сути, если все приезжают, так ставят. То, естественно, хороший крокодил, ребята. Это, наверное, будет самая крупная сезона. Прям сезона. Пока.
В общем, ребята, вот такая торпедка. Трешечка, наверное. Таежная лопатка. Хорошая, ребята, щука. Да. Ну, сопротивлялась так спокойненько. Но трешечка здесь, да, есть. Хороша Машка. Ну вот. Че, попробуем. Новый шнек. Не знаю. Ну, 150, ребят, шуруповерт у меня брал. Соответственно, 130 должен полегче, по идее. Посмотрим. Сырой лед. Менять ножи. Нифига, лед сырой, ребят. Ножи надо менять. Хорошо взял. Запасные. Слишком грызаются. Потом защита срабатывает. Пойду я за ножами. Шуруповерт. Нормальная тема, да, ребят? Все нормально, ребята. Слава богу. Я переживать что-то начал. Все нормально. Тяжеловато, но будет. Лед большой, блин. В этом году морозы. Промерзло все. Кедрени фени. Вода выходила. Потом замерзала. Вода выходила, замерзала. И вот, пожалуйста, намерз такой лед, что мама родная. Так, ну что, начнем по тихой грусти выставляться. Мои жарлички любимые. Соскучился уже. Все у меня, в принципе, везде все хорошо. Все поменено. Все четко. Как обычно на двойниках, ребята. Через жабры. Блин, порвался. Через жабры, как обычно. Раз, два, три, четыре. Ну, глубинка самый то. Самая ходовая, ребят. Так, ладно, я сейчас, скорее всего, я уберу, потому что с ящиком бегать что-то тяжеловато будет. А потом уже по окуню, когда будем ходить, уже будем ящик возьмем. Ну все, первую заряжаю. Первая есть, ребят. Опа. Погнали. Наших городских поближе к деревне.
Да, ребятки, лед нынче хорош. Долго таять будет. Долго таять будет. В общем, потихоньку ползем. Василич, вон, смотрю, туда в центряк пополз. Прям даже не знаю, как лучше расставиться-то. Как лучше расставиться, ребят, не знаю. Тем более мы еще на сутки только получается. Ну, как бы сегодня день, ночь и завтра еще, скажем, полдня, так скажем. Мало, надо на пару дней ехать хотя бы. Потому что, блин, вот может завтра бы что-то, какое-то понимание было. Переставляться надо бы было. А, к сожалению, домой. То бишь у нас или попадем, или не попадем. Раз, два, три, четыре. Тут одно из двух. Другого не дано. Другого, ребята, не дано. Ну, посмотрим, не знаю. Это ледок, блин. Любишь, говорит, медок, люби холодок. Лед, жесть. Так разбрасываю, ребят, ухожу немножко вглубь. Потом возвращаюсь к берегу ближе. Как-то так. Ничего, огонь, шнек, нормально, то, что нужно. Блин, настроение, ребят, космос. Прям, знаете, аж трясет меня, блин. Ну, есть такая тема. Не знаю почему, прям охота все успеть, прям быстро охота все сделать, и не получается. Надо расслабиться немножко, я имею в виду успокоиться. На мандраже что-то я не знаю. На мандраже. Василич там что-то колдует. Сейчас Серега опять куда-нибудь встанет на щучью тропу. Ему частенько на жерлице везет. Прям везет. Най. Все, в избе у нас порядок. Печка топится. Тепло, класс, и ветра. Повезло с ветром. Я думал, что здесь будет хана. Не, нормально. Нормально. Так. Раз, два, три, четыре. Четыре. Опа. И самое главное, что, ребят, довезли живцами. Это прям радует. Живец у нас весь хороший, не помер. Нянчились с ним, нянчились. Ну, нормально вроде. Поехали. Есть. Проверяю, ребят, потому что может в лунке остаться. Нормально все. Шуги много. Проверять надо. Ну вот. Вот так и ползу, ребят. Туда, дальше иду. Туда, дальше иду. Близко не захожу. Посмотрим. А Серега что-то уходит прям туда. Блин, вот так, ребят.
по самому не балуй. Это что у нас? Что себе? Метр, блин. Метр льда. Нормально, ребят. Вот даже и у него и обороты пошли. 150 он немножко помедленнее у меня воротил. А сейчас прям вообще по красоте. Мы тут не одни. Мужичок приехал на мотособачке. Ну, с деревни, походу. Окунька бомбить. Вот. Такие дела. Ну, пока расставляемся, с работах нету. В основном вечером, ребят. Все дело к вечеру. Василий сюда уже умотал. Что-то как-то интересно, он там расставляется. А потом посмотрим. Были морозы, ребят. С дочкой тут немножко перебрали жерлички. Смотрите, намазала она мне здесь, чтоб видно была вымотка. И что-то где-то она мне тут еще наклеила. А вон, смотрите, ребят, блин, что-то отцепилось. Смотрите, какие штучки наклеила. Я говорю, дочь, есть какие-нибудь наклейки? Она говорит, да, папа, есть. Смотрите, видали? Приятно просто. Не знаю, ребят, сейчас впереди праздники, выходные. С семьей, скорее всего, мы съездим. Возьмем мангальчик, палаточку. И куда-нибудь с ночевочкой бахнем, наверное. Потому что давно уже не выезжали, они тоже мне просятся уже. То времени нет, то еще что. В общем, я уже доставляюсь, ребят. Раз, два, три, четыре. Общался с местным. Приехал, тут точка вот есть, говорит, окуневая. Ни одного, говорит, тоже жилец взял, хотит поставить. Даже, говорит, окунек поехать что-то в другое место. До этого, говорит, ну, вообще, говорит, четко приехали, потому что, говорит, неделю назад, говорит, полторы, здесь, говорит, просто вот так воды, говорит, было. Сейчас все вот промерзло. Хорошо. А 2 недели назад, говорит, вообще, говорит, пешком-то еле ходили, говорит, а на технике вообще никак. Солнышко, ребят, которое не греет. Вот такие просторы, смотрите. На камеру-то понятно, непонятно. Понятно, непонятно. Ну а так, да, озеро не маленькое, конечно. Хорошее озеро. Попробуй найди здесь рыбейку. Напарник делает. Что там Васильевич делает, интересно? Ну да, рыбачит, скорее всего. Ага. Вот у него тут жерлички раскидал. Вот так. Поставил. Ну и в принципе у нас дом, ребят. Вот наша избушка, в которой будем балдеть. Сегодня вечером приготовлю сегодня пасту вкусную. Покушаем как раз. И солнце, ребят, которое не видно нифига. Ну что, друзья, все, победил жерлицы. Шуруповертом, ребята, я уже замучился, представляете? Я вспоминаю те времена, когда крутил вручную, блин, вот дури же было, а. Вот, не знаю, видно, ребят, вот оттуда, вот так весь ряд запетлял. Все, собирался уходить, и у меня вон последняя загорелась, ребят. Че себе, там не загорелась, а вот только-только поставил, и тут загорелась. Ну все, победил, ребят. Все чисто в плотве. Класс. Карась есть. Вот как раз хватило плотвы мне поставить 20 штучек, ребятки. Вот. Не знаю, как что получилось. Ну, не знаю. Самострел же не должен быть. Скорее всего, какая-то рыбейка. Пойдем посмотрим. Только-только щелкнула. Уже собрался уходить, потому что я здесь дополнил. Как бы пробел такой, смотрю большой. Думаю, ага, здесь еще добавлю. И отсюда ушел последний, и вот бац,
есть. Парнишка тут окуня как раз бурил. Может, окунь какой-то бодает. Но он ни одного не поймал и уехал. Поговорил с ним. Ладно, погнали, посмотрим. Может уже с рыбой, ребята. Мотают, ребят. Чё себе последняя бахнула. Хоть дела, блин. Самая последняя. Лески-то осталось чуть-то маленечко. Вина заглотил уже, ребят. Скорее всего, все. Вот на что можно смотреть, это на огонь, как горит, как течет вода и как крутится жерлица, ребят. Да, скорее всего, все уже. Мелкая, походу. Хотя хрен знает. Блин, вот оттуда, ребят, шел. И, грубо говоря, вот под нос, что ли, куда-то забубенил ей. Ну, у меня там осталось-то уже пару оборотов. 7 метров лески мотаю сейчас. Раньше 10 мотал, а сейчас 7. Все равно на меликах стал ставить. Как бы достаточно. Ну что, будем брать, наверное. Я вот не помню, где-то здесь карасик у меня маленький попался. Я его тоже поставил. И там здоровый карась. В общем, да, не вся плотва, а 2 карася у меня все-таки стоит. Там здоровую такую лапать. И тут маленький попался. Я его тоже поставил. Вроде здесь или на той, не помню. Че, ребят, брать, не брать, как думаете, а? Блин, боюсь сорвать. Двойники же все-таки. Ну, крупная, мне кажется, бы она ходом шла бы и все. Просто херачила. Она бы просто на надуром шла, если крупная. Что тут у меня осталось-то? Пару оборотов. Что будем брать, наверное, скорее всего. Должна же уже позаглотить-то. Ну давай еще рывочек, я буду сечь. Сейчас дождусь, она выплюнет. Будем брать, ребят, скорее всего. Оп, есть. Да, не крупная, ребят. Ну как так пойдет? Оп, вот исход. Вот, пожалуйста, вам исход. Ё-моё, блин, а. Килушка была 100%, больше даже. Ах, блин, Андрей Викторович, ну как ты так, а? Ну что ты как пацан, блин, в натуре. Знаешь же эту всю тему, блин, и нет. Занимаешься тут ерундой. Да, куда-то начала мотать. Затащила прям куда-то. Вон, видите, там какие корни, ребята. Ах. Ну, протащил, я не знаю, что там оставалось. Оборота 2, наверное. Блин. Ну, не наша, значит, что. Надо тоже как-то. Вот если бы сейчас подождал или ушел, она бы сидела 100%. Ну, так все уже вон вымотала. Поспешил. Ладно. Раз, два, три, четыре.
Главное, что поклевка была. Уже рыбка есть, значит. Уже клюет. Уже что-то с чем-то. Блин, ну ладно. Не наша, значит, ребят. В общем, вот так, ребят. Пополз. И вот туда. Не видно, конечно. Плохо жалится, видно. Снега много. Ну, флажок должен встать. В принципе, можно посмотреть. Ну вот, друзья. Да, вот сюда подошел, сработок нету. Вот там кому-то в голову попал. Ну, щучка небольшая, все-таки как бы охота атрофеется именно здесь, ребят, потому что здесь щука есть крупная. 5 килограмм, 6. Есть крупная, но, в общем, клюет редко. Есть, допустим, в этом районе, куда мы приехали, есть озеро. Мы туда тоже, кстати, ездим на перволетку. Там весело, потому что сработок очень много, но щучка вся вот такая небольшая. Ну, там есть, конечно, экземплярчики 2-3, но в основном вот это массово вот это берет. А здесь вот именно планово вот прям взять хорошую, понимаете, ребят? Ну, поставил, в принципе, мне нравится именно вот там в конце. Там как такой закуточек. Я там так попетлял нормально. Ну, в принципе, и все. Так, что у нас время-то? Василий, смотрю, тоже выставился. Смотрю, он уже что-то по ходу руками машет. Он, скорее всего, уже окуня ловит. 10:27. Попьем чай, наверное, и что? Надо сходить в избу, подкинуть, подложить, чтобы все равно тепло было. Дровишек подколоть. И что, на окуня падать, наверное, что? Тут уже поскольку хапнет, пускай хапает. Леска хорошая, поводки. Все новенькое, все четко. Двойники. Так что тут, в принципе, можно вот так забывать все это дело. Ладно, чай, ребят. Блин, класс вообще. Вообще класс. Ваше здоровье.